мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Каждый год 13 октября, в день его смерти, у его могилы на Московском кладбище собираются его друзья, коллеги, ученики и, конечно же, самые близкие ему люди – жена, дочь, внучка. Прошло 10 лет, как его нет среди нас, и за это время может притупиться любая боль и любая память, но не у них и не для них. Они приезжают сюда не только в день его смерти и в день его рождения, но и в другие дни. Они помнят его, любят, не забывают, потому что забыть его нельзя. Этого удивительного человека и удивительно талантливого ученого. И как это ни высокопарно звучит, он есть, остался и был одной из самых ярких звезд на мировом небосклоне науки. И те, кто жил с ним рядом, работал, кто учился у него науке и науке жизни, помнят его. И главное, они помнят, как он учил их быть порядочными людьми и не стыдиться того, что ты содеял в этой жизни. А звали этого человека Федор Федоров. Мир красив и совершенен своей гармонией. И даже хаос и тот подчиняется определенным законам. Познание этих законов, познание закономерности этого мира, это требует все огромной отдачи от людей, которые занимаются этим процессом, от ученых. И как раз это в огромнейшей степени было присуще Федору Ивановичу. Но я бы хотел выделить одну особенность его научного творчества, которая очень ярко и сильно выделяла его среди остальных ученых. Это его стремление облечь математические формулы, количественные соотношения, которые описывают закономерность окружающего нас мира, в изящную и красивую форму. И вот единство вот этой формы и сути явления, она для Федора Ивановича составляла единое целое. Это было для него неразрывно. И вот над этим математическим аппаратом, который он специально разработал для этого, он работал над ним всю свою жизнь и фактически начал создавать его с самых первых шагов своего научного творчества. Вот суть подхода Федора Ивановича как раз заключалась в том, что суть и форма были слиты воедино, и это позволяло, например, увидеть какие-то неточности, скажем, в окончательном выражении, что-то не стыковалось, вот не та эстетика здесь вроде бы должна быть. И действительно начинаешь проверять, находишь какие-то математические ошибки в своих выкладках получения окончательного результата, либо логические какие-то ошибки. То есть вот форма уже позволяла понять, правильный это результат или неправильный результат. Но одно дело, конечно, результат, который ты получил. Ну, обычно приоритет за ученым, который опубликовал,
И дата публикации является как раз вот этой приоритетной датой. Другое дело получить признание научной общественности. Это совсем другая сторона. И здесь Федор Иванович встречался с огромными трудностями, поскольку часто случалось, что не хотели публиковать его научные работы, рецензенты отклоняли, а потом такого же типа работы, аналогичные результаты появлялись опубликованными другими авторами. То есть Федор Иванович здесь прошел непростой путь. Герой социалистического труда, лауреат государственных премий БССР и СССР, заслуженный деятель науки БССР, академик Академии наук БССР, кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды Федор Иванович Федоров родился 19 июня 1911 года в деревне Турец Гродненской области. Его отец был известным белорусским писателем, детским писателем Янко Мавр. Вы помните его книги «Полесские Робинзоны», «В стране райской птицы», «Амок» и многие другие, которые мы читали в детстве. В 17 лет он закончил среднюю школу, а в 20 лет физико-математическое отделение педагогического факультета Белорусского университета. Он защитил кандидатскую диссертацию в 1934 году, а с 1933 по 1936 год учился в аспирантуре Ленинградского университета, и его педагогом, преподавателем, другом был известный советский ученый Владимир Фок. В 1954 году Федоров защищает докторскую диссертацию, а в 1966 году он становится действительным членом Академии наук БССР. Мне, человеку далекому от науки, очень трудно объяснить и, главное, понять, чем же занимался Федоров в науке. Я только знаю, что то, что он делал как исследователь и теоретик, бесценно. Все, что связано с развитием физико-технических наук и математики, с организацией Института физики и математики Академии наук БССР, это Федоров Федор Иванович. Он написал более 300 научных работ, из них 6 фундаментальных монографий. Он подготовил 40 кандидатов наук, из которых 10 стали докторами наук. А кроме этого, он еще вел огромную общественную деятельность. Он был членом Советского фонда мира. Он был членом Советской гравитационной комиссии, главным редактором Вестника Академии наук БССР. Немного ли для жизни одного человека? Для его немного нет. Ведь самое главное, какой ты задумаешь свою жизнь. А он свою жизнь задумал именно такой. С Федором Ивановичем Федоровым я впервые встретился в далеком 1947 году при поступлении в Белорусский государственный университет.
Я закончил школу рабочей молодежи золотой медалью, поэтому был освобожден от вступительных экзаменов. Но по правилам мне нужно было пройти собеседование с деканом факультетом, которым был тогда Федор Иванович. Федор Иванович мне показался достаточно суровым, неприступным человеком, и я, естественно, оробел. Но мне взбодрило то, как он поглядывал на мои руки, руки рабочего слесаря, опухшие, в красных пятнах от машинного масла. Он отнесся ко мне весьма благожелательно, несмотря на то, что Федор Иванович работал на периферии всю свою жизнь, за исключением обучения в аспирантуре. С 1933 по 1936 год он обучался в аспирантуре в Ленинграде под руководством Фока. А все остальные годы он работал здесь, в Минске, вдали от ведущих научных центров, и особых связей не было. Но, тем не менее, он очень быстро завоевал авторитет научный, уважение среди научной общественности. Белоруссия поздно вступила в область науки, которая называется физика элементарных частиц. Все ниши были уже заняты за границей, в России, в Москве, в Ленинграде. Люди уже давно работали. И чтобы занять свое достойное место в научном сообществе, нужно сделать было что-то такое, что не могли делать другие. Знаменитый его ковариантный подход и стал фундаментом тех широкомасштабных исследований, которые развернулись у нас в республике уже вот на протяжении 50 лет. Его первой женой была очень красивая женщина, Нина. Я знаком с ней и могу сказать, что и сейчас, несмотря на прожитую жизнь, она осталась интересной и привлекательной. Ну а тогда она была удивительной красавицей. Они поженились, но Нина встретила другого мужчину, любовь, и она ушла от Федора Ивановича. Сначала ради любопытства он решил познакомиться с женой того мужчины, к которому ушла его жена. И он это сделал. Они познакомились. Ее звали Рина Александровна Петросова. По национальности армянка, она была очень доброй и очень красивой женщиной. По профессии врач-педиатр. Сначала перезванивались, потом стали встречаться. Судьба свела. И вот однажды он приехал к ней и забрал ее и ее дочь Лену к себе, без лишних слов и объяснений. Они прожили долгую счастливую жизнь. И в этой жизни он был гарантом благополучия семьи, надежды и опоры, защиты, как и полагается настоящему мужу и отцу. И Лена, Елена Юрьевна, дочь Ирины Александровны, сказала, что никогда за все эти годы она не чувствовала, что Федор Иванович ей не родной отец, а ее родным отцом был тот мужчина, которому в свое время ушла первая жена Федора Ивановича, красавица Нина. Кафедра теоретической физики была создана по инициативе Федора Ивановича Федорова, первого заведующего кафедрой, в 1938 году. Времена, в которые ему пришлось заведовать кафедрой и основные научные работы выполнить, времена были трудные. Они трудные для любого
человека и в любой период. Но нужно сказать, что Федор Иванович был весьма образованным человеком и как специально образованным по физико-математическим направлениям. Он был весьма образован и в смысле знания мировой литературы. Личные впечатления мои были связаны с тем, что я, во-первых, видел человека, который одержим наукой. Не так много таких людей встречалось на моем пути. Вот. Он, як кажуть белорусы, апантаны был. Апантаны вот, и преданный науке безгранично. Он развернул на кафедре теоретической физики исследования по нескольким направлениям. Во-первых, это оптика. Оптика анизотропных сред, вот, в которой он преуспел, развил новые методы оптики, и можно назвать ковариантная оптика. Теперь в обиход вошло такое название. Много учеников у Федора Ивановича в этом направлении, не только в БГУ работающих, и на кафедре. У нас большая группа людей, можно сказать, это внуки и правнуки Федора Ивановича. Методы, которые развивал Федор Иванович, они нашли в Белоруссии развитие и применение. Можно сказать, что он отец белорусской теоретической физики. Он был человеком энциклопедических знаний, а это значит, что он разбирался не только в своей науке физики, но и во многом другом. Он великолепно знал классическую современную литературу, разбирался в разных областях искусства и очень успешно и великолепно знал музыку современную, классическую и любил ее. Его любимыми композиторами были Рахманинов и Шопен, и слушая их, он мог даже заплакать, и это говорит о многом. Это говорит о том, что он был не сентиментальным человеком, а человеком с повышенной чувствительностью к романтическому, высокому и светлому. При этом он обожал бокс, он занимался альпинизмом, ходил в горные походы, великолепно плавал. Он вообще стремился держать себя в хорошей спортивной форме, потому что он был настоящим мужчиной. В человеческих отношениях был глубоко порядочным и нравственным. Очень любил талантливых людей, оригинально мыслящих, и шел с ними на контакт, открывался им. Он был добрым человеком, при этом очень принципиальным, иногда жестким, когда дело касалось его принципов, которым он никогда не изменял. И достаточно было один раз подвести его или совершить неблаговидный поступок, этот человек для него перестал существовать, и он закрывался перед ним, потому что он был человеком с принципами. Федорове, как о матерях, можно рассказывать бесконечно. Мне хотелось бы вот сейчас сказать об одной, в каком-то смысле уникальной черте его характера. Это, если можно так выразиться, это его исключительная научная чистоплотность. Вот одно воспоминание относится к тому времени, когда я был у него аспирантом, под его руководством выполнял работу. Первая работа. Я написал что-то такое, принес ему. У него был, помню, такой красный карандаш. Заглавия не было в тексте, который я принес. И только текст. Вот, формулы, там, вывел все, что надо и так далее. Он правил. В конце концов, я жалею, что не сохранился этот листок. Он был весь красный, не один листок, там было 5. Они были все в красном цвете. Потом он так это клякнул,
написал название этим красным карандашом, поставил Федоров Томильчик и сказал, ну вот, обработайте. Ну ладно, следующую работу я сделал и написал, уже заглавие сам придумал, написал Федоров Томильчик. Правил он, меньше осталось красного цвета, только единственное, что он сделал, подправил название и переставил местами фамилии по алфавиту. Томильчик Федоров. И, наконец, когда я принес ему 5-ю работу, там он что-то, 2 слова исправил, вычеркнул свою фамилию, и остался только я один. Хотя его вклад в эту работу, конечно, был соавторский. Это был совершенно великолепный урок. Я его запомнил на всю жизнь. И, ну, насколько это возможно, я придерживаюсь своей научной деятельности вот этих принципов. Он сам обладал невероятно высоким научным потенциалом. Он постоянно находился в режиме генерации. И работоспособность у него была колоссальная. И способность, так сказать, охватить вот ту проблему, которую он занимался, настолько широко и глубоко, что он своими собственными руками совсем справлялся. То есть ему не нужны были чернорабочие. Не говоря уже о том, что он был человеком невероятно остроумным, невероятно легким, так сказать, в общении. Вот. Он прекрасным тамадой, кстати говоря, был. Музыкальный человек очень был. Он был невероятно восприимчив к идеям, которые относятся к области, вот, собственно, науки. Хотя вот какие-то идеи были далеки от сферы его научных интересов, тем не менее он их воспринимал, вникал и принимал. Но это совершенно не относилось вот к такой вот общежитейским таким вот вещам. У него были очень твердые убеждения, которым он никогда не изменял. В социальной ситуации, сложившейся, очень часто приходится лавировать, приходится идти на компромиссы и так далее. Вот он на компромиссы никогда не шел. Федор Иванович Федоров умер 13 октября 1994 года от обширного инфаркта в возрасте 83 лет. В последние годы был тяжело болен, он почти ничего не видел, но при этом сохранил удивительную гибкость ума и трезвость ума. Он не ограничивал своих контактов с научным миром и со своими друзьями. И среди его многочисленных талантов был еще один талант поэтический, и его стихи проникнуты удивительным чувством патриотизма, гражданственности и веры в силу, мудрость и добро человека. В одном из стихотворений, а он посвятил его корифею национальной драматургии, Кондрату Крапиве, есть удивительные строчки. Когда их читаешь, то мне кажется, что они имеют самое прямое отношение к автору. Хотя, когда он их писал, он об этом не думал. «И тот, кто в жизни бьется честно, о том у вас своя мечта, пускай последним он смеется. Ему бессмертие врата, ему бессмертие врата». Все равно
где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали, не поднять нам устал